Здравствуйте, друзья! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Расскажем тебе о том, что происходит в мире, в стране, в республике. Мы Лейла Хамидуллина и Оскар Николаев. А помогут нам наши корреспонденты. Сегодня в выпуске. Чем завершают учебный год в музыкальных школах? Кто лучше всех знает улицы Уфы? Где прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ? И кто одинаково хорошо бегает и плавает? Все это и намного больше в «Горе новостей». Так что смотри и не переключайся. На календаре 17 мая. Конец недели. Столько всего вам нужно рассказать. Это точно. И вот одна из новостей. Воспитанники военно-патриотических клубов Башкортостана приняли участие в гонке героев, приуроченной к Дню Победы. В гонке героев приняли участие более 160 воспитанников военно-патриотических клубов Республики Башкортостан. Препятствия гонки уникальны. Горки с канатами, вращающиеся колеса, траншеи, подземные тоннели. Участники достойно преодолели трассу длиной в 5 километров, пройдя более 15 испытаний. В завершении мероприятия всем ребятам, преодолевшим препятствия, были вручены памятные медали. Классно, тоже бы хотел там побывать. А прямо сейчас мы побываем на не менее спортивном состязании. В этом году наша республика принимает заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. И, конечно же, «Гора новостей» не может оставить такое без внимания. Стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности и жизнедеятельности. Участниками заключительного этапа стали 234 талантливых школьника со всей России. Что побудило тебя участвовать в этой олимпиаде? Я приехал с Москвы, и на олимпиаду я попал, можно сказать, случайно. Я просто сидел на уроке, кажется, обществознания. К нам пришли волонтеры, которые зазывали нас поучаствовать в олимпиаде. Ну, как-то так получилось, что дошел до заключительного этапа. Какие задания тебе больше всего понравились в этом туре? Больше всего в практическом туре олимпиады мне понравилось второе и третье задание. Это подъем на пожарную башню на второй этаж, спуск рюкзака и также проход по мосту и рукоходу. Соревновательная часть олимпиады включает в себя два тура – теоретический и практический. Практический тур будет отличаться для каждой возрастной группы. Он определит уровень умений по оказанию первой помощи, выживанию в условиях природной среды, действий в чрезвычайных ситуациях. Почему именно этот предмет ты выбрал для участия в олимпиаде? Изначально в школе мне этот предмет показался достаточно простым, но это оказалось не так. В итоге долго готовился, долго тренировался и приехал сюда. Прошел все этапы, но это было достаточно сложно. Для участников 10 и 11 классов практический тур отличается заданиями. Они сложнее, но этим ребятам все по плечу. Помимо соревнований для участников Всероссийской олимпиады предусмотрена увлекательная обзорная экскурсия по Уфе, посещение мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история», спектакли в Национальном молодежном театре имени Мустая Карима, экскурсия в ботанический сад и лимонарий, а также экскурсия по Уфимскому ожерелью. Здесь собрались самые умные ребята со всей страны. Берите с них пример и тоже участвуйте в победных мероприятиях, и будут вам дополнительные баллы к ЕГЭ. Арина Шеймарданова, Исмагил Кудакаев, специально для «Горы новостей». Крутые ребята со всей страны в одном месте. Это всегда интересно. А вот что еще действительно интересно. На днях состоялась профориентационная экскурсия в депо Дема. В рамках экскурсии школьники познакомились с последними инновационными разработками в сфере железнодорожного транспорта. Им рассказали об особенностях развития российских железных дорог, ознакомились с правилами поведения на железнодорожных путях и переездах. Ребятам была предоставлена уникальная возможность попробовать себя в роли машиниста за тренажером и провести локомотив. Каждый из них побывал в кабине машиниста пригородного поезда «Ласточка». Прикольно, а прямо сейчас сюжет для тех, кто любит Уфу и квесты. А вы много знаете об Уфе? В любом случае, веселые задания вас точно взбодрят и заставят думать креативно. Аня Колесникова, Ксения Шитова, специально для «Горы новостей».
На базе лицея номер 106 «Содружество» команды районных советов старшеклассников Уфы участвуют в историческом квесте «Родная улица моя», посвященному 450-летию Уфы. Квест разработан самими старшеклассниками, оттого еще интереснее. Проявили инициативу в таком развлекательном деле ученики школы номер 98 имени Обухова. Расскажи про квест. Мы писали этот квест вместе с 98-й школой, и я здесь помогаю волонтерам. Мне дали пазлы, и если командам не хватает какого-то пазла, они выполняют мое задание, и я им даю этот пазл. Как придумывались задания? Мы опирались на улицы города Уфы, писателей, композиторов, ученых. Командам нужно пройти маршрут, состоящий из 12 станций, каждая из которых подразумевает решение задания, связанного с историческими, культурными, научными и иными фактами Уфы. На разгадку всех тайн у команд всего 45 минут. Но все это абсолютно не похоже на школьный урок, ведь на площадках тоже ученики школ. Расскажи про вашу команду. Наша команда выдвигается от Совета старшеклассников Октябрьского района. Наша команда состоит из участников разных школ, и мы попали на это мероприятие добровольно, подав заявку. Нашей главной целью было поучаствовать в этом мероприятии в преддверии такого солидного праздника. Какая польза вашего квеста? Польза этого квеста огромная. Мы узнаем много нового о том, какой раньше была Уфа, о том, зачем назвали так улицы, в честь кого или какого-то события. Выполняя задания, старшеклассники показали свои знания, получили массу позитивных эмоций, узнали много нового о любимом городе. Все команды успешно справились с заданиями квеста и были награждены дипломами. Победителем такого культурного испытания стала команда Совета старшеклассников Калининского района. Второе место заняла команда Совета старшеклассников Октябрьского района. И третье место у команды Совета старшеклассников Кировского района. Поздравляем каждого! А вы много знаете об Уфе? В любом случае, веселые задания вас точно взбодрят и заставят думать креативно. Аня Колесникова, Ксения Шитова, специально для горы новостей. Аня, спасибо, а мы движемся дальше к новостям. Юные спортсменки Софья Степанова и Алина Денисламова из Башкортостана стали победителями первенства Европы по шашкам 64. Софья Степанова стала обладательницей полного комплекта медалей, завоевав золото, серебро и бронзу среди девушек возрастной категории до 14 лет. Алина Денисламова заняла первое и второе место среди девочек до 9 лет. Шашечный турнир проходил в Турции. Добавив, в начале апреля этого года Софья Степанова получила золотую медаль на молодежном первенстве России по 100-клеточным шашкам, которое проходило в Московской области. Спортсменка выступала в возрастной категории до 17 лет. Круто, поздравляем! И смотрим еще один спортивный сюжет. Бегать, плыть, побеждать – это все про этих ребят. Мы на необычном соревновании, где нужно преуспеть сразу в 2 дисциплинах. Лишь в этом случае титул победителя будет твоим. Гора новостей в сквере 50-летия Победы. Здесь проходит первенство Советского района Уфы по современному пятиборью среди юношей и девушек. Тут проводится двоеборье. Ранее эти ребята преодолевали дистанцию в бассейне, а мы решили не лезть в воду, и поэтому расскажем сугубо о сухопутной беговой части этого необычного соревнования. Расскажи про соревнования. Соревнования проводятся в хорошую погоду. Соревнования по двоеборью. Туда входит плавание и бег. На данный момент мы плавание уже проплавали, и у нас остался только бег. Самое сложное, что может быть. Как успешно совмещать 2 такие разные дисциплины? Нужно постоянно уделять время и плаванию, и бегу. Плаванию нельзя уделять больше внимания. Надо делать это на равных частях. И бег, там надо тренироваться больше, качать ноги, и чтобы у тебя была выносливость хорошая. К участию в соревнованиях допускаются учащиеся спортивных школ, так что здесь уже самые сильнейшие, никаких любителей, исключительно профи. В каждой команде всего 4 человека. Да, такой немногочисленный состав представляет целую школу, а порой даже целый город или район. Пробежать им нужно 1 километр, и чем быстрее, тем лучше. Чем хороши соревнования такого формата? С помощью этих соревнований можно проверить, чему ты научился за это время и чего ты достиг. И еще можно проверить свое дыхание. Что сложнее, бегать или плыть?
Все зависит от бассейна. Например, здесь было сложнее плыть, потому что тут бассейн был очень холодный, и мышцы как будто застывали. Выступали в двоеборье более 200 ребят из спортивных школ Уфы, Нефтекамска и Стерлитамака. Учащиеся соревновались в 3 возрастных категориях. Победители и команды-призеры награждаются медалями и грамотами от Комитета по физической культуре администрации Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. И пусть победит сильнейший, вернее быстрейший. На этом соревновании участвуют только самые лучшие в своем деле. Самира Ахунова, Татьяна Никитина. Специально для Горы новостей. Самира, спасибо! Крутые соревнования, а мы продолжим знакомить зрителей с новостями. Уже завтра по всей стране пройдет масштабная акция «Ночь музеев». Тема акции «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». В этот день музеи, картины, галереи и другие культурные учреждения будут работать в вечернее и ночное время. Это очень прикольно, а этот вечер в музеях будет очень многолюдно и непривычно громко. Обязательно спланируйте посетить пару-тройку. А прямо сейчас мы посетим другое культурное мероприятие. Май – пара контрольных, итоговых работ и прочих отчетных мероприятий. Но в музыкальной школе они проходят особенно ярко. Мы в актовом зале лицея номер 42. Здесь воспитанники детской музыкальной школы номер 13 имени Халика Заимова проводят отчетный концерт школы. В зале друзья, родители и, конечно же, педагоги. Результат плодотворного труда длиной в год мы можем лицезреть на сцене. Рома, расскажи про этот концерт. На этом концерте лично я пел песню «Верни мне музыку». Я очень долго подбирал свой репертуар. Также там выступали скрипачи, пианисты и вокалисты. Расскажи, насколько важно участвовать в отчетных концертах. На отчетных концертах очень важно выступать, ведь во время отчетных концертов мы показываем родителям наш репертуар, как мы занимаемся. Со сцены звучат произведения классиков, современных авторов и народные мелодии. Музыкальные номера впечатляют своим разнообразием и мастерством исполнения. В концертной программе всего 14 выступлений. Зато какие! Много ансамблей и даже преподаватели вышли показать свое мастерство. Настя, расскажи про свой музыкальный инструмент. У меня всего 2 отделения в музыкальной школе – фортепианное и флейтовое. 7 лет я училась на фортепианном отделении и 3 года на флейте. На концерте я исполняла всего 4 композиции с разными коллективами. Настя, а как, по-твоему, прошло твое выступление? Я думаю, что оно прошло хорошо, потому что любой опыт – это все же опыт. Я не сильно ошибалась в своих произведениях. Я могу сыграть тебе фрагмент. Отчетный концерт школы посвящен году семьи. Много произведений из детства наших родителей, есть серьезные произведения, которые актуальны на все времена. Финальный номер и вовсе удивляет своим масштабом. Этому всему ребята научились за год. Поздравляем артистов с их новыми музыкальными вершинами. Мария Медведева, Рамазан Мусин специально для Горы новостей. Маша, спасибо. И на этом все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Оскар Николаев И Лейла Хамидуллина. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока.